Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. По горячим следам раскрыты два грабежа в Якутске. По словам 22-летнего заявителя, двое неизвестных отобрали у него ценные вещи – часы, смартфон и деньги. Материальный ущерб составил более 20 тысяч рублей. Через пару часов в ходе разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 20-летний местные жители. В ходе разбирательств выяснилось, что они также причастны ко второму грабежу. Днем в полицию обратился 20-летний юноша, который сообщил, что ночью стал жертвой грабежа. Он пояснил полицейским, что когда он возвращался домой из кинотеатра, к нему подошли двое молодых людей и открыто похитили у него сотовый телефон, наушники и деньги. Установлено, что подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили грабеж в отношении 22-летнего потерпевшего, а затем, применив силу, похитили имущество у 20-летнего юноши и скрылись. Под утро сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили злоумышленников спящими на скамейке в сквере. Жительница Якутска лишилась 8 тысяч рублей, забыв отключить услугу «Мобильный банк». Потерпевшая вспомнила, что на ее старую сим-карту, которой она давно не пользовалась, была подключена услуга «Мобильный банк». Как выяснилось, за это время абонентский номер уже был передан другому пользователю, который и стал получать СМС-уведомления о зачислении денег на банковскую карту. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний уроженец Сахалинской области. Мужчина признался, что похитил деньги, потому что не устоял перед соблазном легкой наживы. Уголовное дело возбуждено после обстрела полицейской машины в Среднеколымске. После нападения жителя Среднеколымска на наряд дежурной части полиции, при котором погиб сотрудник Росгвардии и ранен полицейский, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление Следкома России по региону. Инцидент произошел 12 июля. В дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы о семейном скандале с мужем. На место происшествия выехали помощник оперативного дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. По прибытии к дому супруг женщины из окна открыл огонь из карабина «Тигр» по патрульной автомашине. В результате от полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте. Помощник оперативного дежурного получил ранение и был госпитализирован, говорится в официальном сообщении ведомства. По данным следователей, нападавший совершил акт суицида из своего карабина СКС. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, полиции. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета. При столкновении двух грузовиков в Ленском районе погиб мужчина. ДТП произошло на технологической дороге в Ленском районе, сообщает управление ГИБДД по региону. Водитель одного из большегрузов был пьян и погиб на месте. Водитель автомобиля КАМАЗ на участке проведения дорожных работ совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz. Находившийся в салоне КАМАЗа мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, говорится в официальном сообщении ведомства. По данным госавтоинспекции региона, водитель КАМАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,409 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе, отметили в ведомстве. На момент аварии на дороге велись ремонтные работы. Сообщается, что предупреждающие знаки были установлены. В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконный вылов сибирского осетра общей стоимостью около 4,5 миллионов рублей. Инспекторы ДПС в Намском районе остановили машину под управлением 49-летнего жителя района. В автомашине также находились трое мужчин-пассажиров. В ходе досмотра салона полицейскими был обнаружен улов из 31 особи сибирского осетра и сети. По сообщению наряда ДПС на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что у одного из пассажиров имеется разовая путевка на вылов сибирского осетра в количестве 3 штук. У остальных пассажиров и водителя разрешающие документы на добычу отсутствовали. Объяснения рыбаков подтвердили факт нарушения ими правил рыбной ловли. Мужчины должны были отпустить 28 особей сибирского осетра, попавших в сети. В ходе дальнейших мероприятий изъята моторная лодка одного из мужчин. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.